Задорный, веселый, жизнерадостный гость города Канаша Геннадий Ветров. Юморист, певец, актер. Про него говорят, что он ходячий оркестр. До начала концерта во дворце звучали песни в его исполнении, а само выступление Геннадий Анатольевич начал с гипноза, настроив тем самым зрителей на отдых и позитив. Настроимся на шутку. Рано. Подкрадемся к ней незаметно. Погрузимся в нее полностью. Внимание! Закрыли глаза. Мы спим. Не такой. Нам хорошо. Нам всем очень хорошо. Все проблемы уходят. Уходят навсегда. Рассасываются обиды. Исчезают страхи. Иди отсюда. Исчезают кошельки. Поздно, женщина. Расслабляемся, но не до такой степени. Забудем о грустном. Настроимся на радость. Настроение улучшается прямо сейчас. Свет зажигается, музыка обрывается, аплодисменты раздаются. Говорит о том, что в городе Канаш Геннадий Ветров. Да здравствует наша встреча. Да здравствует сегодняшний праздник Масленица. Ура! Друзья, смотрю на ваших лицах хорошее выражение, такой улыбки, счастья, радость. Надеюсь, это все сохранится на протяжении всего концерта, на протяжении всех 4,5 часов. Мы с вами будем сегодня радоваться жизни. Шутка. Это только первое отделение. Вы знаете, я впервые в вашем городе, и хочется, чтобы это стало у нас с вами традицией. Я постараюсь создать настроение такое, знаете, настроение на позитив, потому что через один день весна, когда человек смеется, то у него в организме гормон радости, да, приходит состояние тонуса, да. Поэтому будем радоваться. Я сразу вас настрою на свой юмор, чтобы вы понимали, что вас сегодня ждет, потому что юмор есть много на разных каналах, он разный. Начну с шутки, которую придумал сам. Она, честно говоря, не смешная, но успокаивает то, что она короткая. Маленькая девочка сидит в песочнице, роет песок. Никаких игрушек нет, она просто роет песок, веселится, радуется жизни. Ня-ня-ня. Зовут Таня, 35 лет. Все. Вторая шутка касается зимних условий. Зима была в этом году холодная, в Москве было минус 31. А у меня родственники живут на севере, говорят, там было минус 60. Вот. Мужчина сидит в Москве, смотрит прогноз погоды и знает, что в Сибири минус 60 градусов мороза. Он звонит другу в Сибирь, говорит, Коля, как в этом Сибири такие холода держать? Вы с ума сошли, что ли? Коля говорит, у нас нормально, у нас минус 20 больше нет. По телевизору сказали, у вас минус 60. Коля говорит, так может это на улице? К сожалению, фото и видеосъемки на концертах Геннадия Ветрова запрещены, но нам разрешили снять начало. Публику он почувствовал сразу, контакт был налажен с первой секунды. И 1,5 часа, как одно мгновение, прошли в полном восторге. Шутили, смеялись, он гримировался, играл на ручных инструментах, очаровал всех женщин и, возможно, даже мужчин. Замечательно. Вы знаете, мы так отдохнули с подругой, это замечательно. Я рада, что к нам в Канаш стали приезжать такие выдающиеся юмористы. Очень позитив, да? Да. Настроение, радости. Все хорошо, очень нормально. Замечательно. Почаще так приезжали бы к нам все артисты московские. Мы будем рады всегда. От таких артистов в нашем городе жизнь стала бы веселее. Ну что я хочу сказать. Хороший концерт. После концерта, уставший, но такой же улыбчивый, добрый и открытый, пообщался с нами. Мы задавали много вопросов. Ветров отвечал неторопливо и очень спокойно. И, конечно, первый вопрос – почему Канаш? Мой жанр, он вне времени и пространства, и вне границ, то я езжу не только по всей стране. Вот сейчас перед этим был в Германии, да? Перед этим был в Израиле. И
организаторы, если делают тур, да, они просто смотрят, вот как ты едешь 10 городов. Какие города по ходу есть? Посмотрели, Канаш, хороший город, почему не заехать? А Вот. дальше куда? А дальше мы поедем в Красноярск. В Красноярск, Пермь. Геннадий Ветров был внимателен к зрителю. Во время концерта он часто обращался к залу, шутил с сидящими. Если человек любит свое дело, да, и если он находится на своем месте, неважно в какой сфере он работает, у него всегда прилив энергии. Если ему нравится это, он хочет сделать что-то лучше. Он хочет, чтобы получил удовольствие не только он сам, да, но получили удовольствие те, для кого он это делает. Поэтому это взаимообмен. Если ты приходишь в зал, да, выходишь на сцену, люди смеются, они тебе возвращают энергию. Ты хочешь дать еще больше. Шутки и пародии из жизни, признается Ветров, самые востребованные и интересные. В основном, не в основном, все из жизни. Просто некоторые ситуации, которые они возникают, они, знаете, как бы, они имеют место быть, но сами по себе они не самодостаточные. Надо придумать еще или финал, или придумать красивое обрамление. Вообще рассказчик, да, и в быту, и на сцене, он отличается тем, что он все делает подробно и со вкусом. И зависит от того, какие ты привнесешь детали в эту историю, так она будет играть. Можно рассказать эту историю простым языком, да, она будет вообще не смешная, и как говорят, что там смешного-то? А если ты сквозь призму, значит, юмора, и ты свой взгляд на это дело как бы людям, да, вот, предлагаешь, это другая уже история. И сегодня у меня, знаете, два момента было, которые создавали предмет сложности. Микрофон постоянно пропадал звук, вот, ходишь по площадке, пропадает, но это не от нас зависит. Вот. И второе, что все-таки, знаете, когда концерт, ощущение праздника, оно еще зависит от внешнего вида. Сегодня было прохладно, люди были в зимней одежде. И вот это немножко, как бы так, знаете, такое ощущение, что вот мы зашли на время. Вот как бы, когда люди приходят, понимаете, да, вот, и сидят уже вот они, да, то уже, да, вот. Но это нам сегодня не помешало. Я говорю, это было одним из условия, которые мы, я думаю, все вместе преодолели. У всех бывает сложное настроение, бывает сложное общение с людьми, поэтому если вы открыты для общения, и я, значит, естественно, делаю вот так, понимаете, да? Общались мы с Геннадием Ветровым минут 30. Открытый, легок в общении, харизматичен. В его шутках целая жизнь. Дорогие женщины, Олеся, с весной вас, любви вам, процветания, радости и, самое главное, улыбок. Будете улыбаться, жизнь улыбнется вам в ответ обязательно. Спасибо большое. Олеся Григорьева, Александр Васильев, Дворец.